Привет, друзья! С вами Одинокий Джесс. О днях я рассказал вам о блогере Артеме Плато, ингушском блогере, который приехал с Алтая, промежутками жил в городе Краснодаре, с Алтайских гор, напрямую на Кавказские горы, и вот как будто бы восхищается природой Ингушетии. Мне это кажется фальшью, потому что я понимаю, парень, приехавший с Москвы, который впервые увидел горы, вот он восхищается, вот это, вот он, не знаю, я, какое-то чувство, что это они искренне, но если тебе платят деньги, конечно, ты будешь, или у тебя поступил заказ, ты будешь этот заказ, вот это, сейчас в наше время странные заказы, и человек бывает, глава какой-то района города тебя приглашает и говорит: Артем, брат наш, посними про мой район в рекламных целях, там, не знаю, там гости, там ресторан пригласить или какой-то подарок сделать. Это, конечно, приятно. Тем более молодому русскому парню, который раньше такого вот этого не было. Вот в Республике Ингушетия, конечно, он единственный блогер, который там проживает, и такое отношение к нему, это, конечно, его радует. Вот я как-то видел ролик его в Совете Старейшин, вот для меня это вообще было странно. Зачем, почему русского какого-то пацана пригласили, старики там сидят ингушской, в этой Совет Старейшин Ингушетии, и его, что он там будет рассказывать ингушам, что у них горы красивые, что у них в верах они повторимы. Вот я для чего вот, там был большой аншлаг, очень много. Вот я видел это сессию вот этого Совета Старейшин, там бывает очень мало, где вот когда Артем пришел, Плато, там аншлаг был, и что он им расскажет. Он с ними, этим ингушами, познакомился 6 лет тому назад. Он не был участником или не был свидетелем вот этих страшных, вот этих пригородных районов 1992 года. Он, по-моему, эти года родился. И что он мог такого сенсационного сообщить в Совете Старейшин, я тоже не понял. Но это их или это, я не знаю, вот для меня, вот даже, я уверяю вас, я смотрю, вот каждый ролик до конца смотрю, чтобы понять, что человек говорит. Вот желания вот не было вот его досмотреть, я не знаю. Вот то же самое, вот этот Рамзан Султиков, вот все я что-то комментирую, я смотрю до конца тоже. Никакого желания его смотреть до конца у меня не было, потому что это с самого начала он мне вызывает отвращение. И это не просто, это теперешний ингуш, это бывший житель течения Ингушетии, скорее всего, где-то там в Грозном родился, пользовался вот этими всеми благами ингушей, которые нам, чеченцам, это только снилось. Я помню себя 14-летним, первый раз в город я поехал, по-моему, 14 лет. Я заплатил рубль, за автобус поехал. Я не знал города Грозного, и вот я проспект Ленина, возле вот этой станции, минутка раньше была, вот там, вот это, там я прошелся, там какой-то рынок маленький был, и вот по проспекту туда вниз пошел, вот реке Сунжи, и в сторону Централ вокзала, вот проспект Орджоникидзе, по-моему, был. И вот в космос, вот этот юбилейный кинотеатр, вот так, подросткам вот так, тайно, рубль, когда у меня появился, я сел в автобус, поехал в Грозный, тем более 2 часа ехать, Грозный от нас был 70 километров,
это приехал, я чеченец, это мой родной город, это наша столица, Чечен-Ингушетия. Но это Чеченский город, там тогда русские жили. И для меня это был, знаешь, как я восхищался этим городом. Даже я там не жил, я живу в 70 километров в горном каком-то районе. Я приехал молодым подростком. Вау, впечатление было. Я в космосе посидел, там трамвай сел, тройка, по-моему, была, вот космос где-то вышел. И вот центр города полностью, я там пешком прошелся, вот это, если заблудился, можно было, ну, там по трамваю я, вот это, до сих пор я вот такой-то в отношении, и вот я не пойму людей, которые там родились этому Грозном, жили-то, пользовались этим, ходили в эту школу, прогуливаться по этим мостовым, это, по этим улицам. Я не знаю, вот это с друзьями там вечеркам уходить в Грозненске, ты живешь в городе Грозном. И вот это я имею, вот это именно Рамзана Султыгова, поэтому я так и рассказываю. И вот как этот человек, живущий там, это своей родине, каким бы ты национальности не был, если ты родился в каком-то, вот это твоя родина, это чувство, это, я не знаю, это никак вот это. Вот это я не пойму. Я это не могу никак понять. Я хочу понять, поэтому я это все снимаю. Вот как люди, которые родились там, вот такие, являются ярыми чеченофобами, это патриотами Ингушетии. Они Ингушетии только вот это, по каналам радио, по фрагментам телевидения такого, вот они видели только вот это по телевидению этой Ингушетии. Это имеется в виду Идриса Базоркан тоже, осетин, который жил там в Владикавказе всю жизнь, вот там вот это. И вот это странное, и вот этот Рамзан Султыков. Вот я сначала посмотрел, я настроился, думаю, надо человек проверить. Там мне, я-то знаю, что очень плохо про него одевать, что он вор, там, я не знаю, кто крадет все. И какие-то вот эти мутные у него проекты. А сейчас последнее вот это сообщение было, все мужчины в захвате там. Сказал вот этот, как этот, ЛРДР Гутерия восстановит 2800 ингушских башен. Вот это его рук дело. Короче, деньги хочет область Москвы притянуть себе и вот для Великой Ингушетии. Я не против, если это Гутерия частный, он частный предприниматель, он дает эти деньги, он имеет на это полное право давать Ингушетии, дать Чечне, дать Осетии. Я бы вместо на него, знаете, что делал бы? Не сильно зацикливался на этой Ингушетии. И проект Северный Кавказ, если ты родился, он, скорее всего, я так думаю, еще и самое интересное, он родился, скорее всего, в Грозном, скорее всего, родился. Вот такой, это ингуш, который родился в Грозном. Я не знаю, как он ингуш, не ингуш, не хочу этой тонкости, вот этой ингушской, этой идентичности разбирать, это очень сложные вещи, не каждому это по силу. Так как я с ними жил всю свою жизнь, учился, водил дружбу и сталкивался с ними, поэтому я так говорю. Вот этот Нать, вот этот Чабош ТВ, вот этот сын известного, вот это раньше это ингушского, вот это, он с самого начала странным мне показалось, вот с чего он начал, как вы думаете? И многие мне упрекают, что я уехал беженцем в Европу. Нет, я не уехал беженцем в Европу. Я там за свой счет куда-то в Москву уехал, потом оттуда уехал в Испанию. Я там жил, я там развивался, я там вот это. И вот это,
в самом начале интервью вот с этого начали. Это значит, что он действительно, скорее всего, вот так я думаю, я не могу вот эти тонкости, вот эти всякие заходить. Вот зачем мне заходить? Потому что таких безлицых имен Ингушетии очень много. Хотя она такая малюсенькая. Там бы, казалось бы, весь все собрать, все вместе, их 300 тысяч нету. Их нету 300 тысяч. Там плюс чеченцы, там все казаки, не казаки, осетины. Там же есть очень много Костой, Мостой. Там же осетинские все имена. Половина осетинских имен. И вот они всех себе. И мы 500 тысяч, 520 они сказали, чтобы это барьер перейти. Ну, просто вот этот, скорее всего, и я бы начал бы с того, что по-другому. Вот он именно с чеченской темы начал. Да, он не прямо сказал, что я чеченский беженец, я уехал, но вот так, ну, там, а по-другому сказал, что я беженец, уехал, вот это. И вот это, вот, даже, я не знаю, какой-то мутный тип, конечно, очень мутный, потому что он, представляете, как это можно бизнесмена на миллиарды рублей развести. Человек, это не каждый сможет, это не каждый сможет, вот он смог. На 8 миллиардов. Куцерил Михаил, я знаю, он поэт, он сочиняет очень много музыки. Вот это, как он мог вот, вот на этот человеке, он развел его на 8 миллиардов, чтобы построить фиктивные вот эти фальшивые мужские башни. Я не представляю, в масштабах России 2800 построить, это и то много. В масштабах 3 районов, которые состоят в Ингушетии, на каждом углу это башня, что ли, или на каждый человек башню они хотят построить. Вот этот типок такой мутный. Я хотел сегодня на этого Рамзана Султыкова, на это великая честь для него. Он никто, я его знать не знаю. И никто его не знает. И он вот так, я приехал восстановить ингушскую историю. Ты строитель, ты каменщик, кто ты там? Я не знаю, каменщик, да, каменщик. У тебя, вот ты говоришь, у тебя портфолио, там никто не видел твое портфолио, что ты там какие-то замки строил. Ты ничего не строил, просто по-черно работал там в Испании где-то там, чтобы прокормить себя. И вот это как бы архитектор, ты великий архитектор, оказывается. И вот это, я не знаю, вот это, вот меня удивляет вот эти их, вот этот, они родились в Грозном, вот это родина, приближение это своей исторической родины. Да, ты не можешь, они любить его. И, но подлости и надо сейчас, вот все под одну копейку, все эти ингуши, которые, вот эти все вот это, ненависть к Чечне ингуши, вот, яры, ненависть к городу Грозному. Вот Владикавказ, когда это их город, никогда он не был. Никогда в их городе. Просто Серго Орджоникидзе, он их в горах Джерахе прятался. Вот он им позволил, когда создать ингушскую область в 24 году. И с Кировым они порешили, что их спустить туда, в Владикавказ. Ихним городом никогда не был. Это казахский город и осетинский. И вот какое-то трепетное отношение этому Владикавказ. Владикавказ, Буро. Вот это. Вот. Даже ваш Азран никогда не ваш. Это казаки сунжинские построили. И то, это не ваш Азран. И как оно будет, Владикавказ вашим, вот тоже непонятно. Но там, конечно, как вы жили в Грозном, вот, и поэтому у вас притязание к городу Грозному, вот, это
не чеченский, это казахский, это значит ваш город, да? Вот точно как вот это Владикавказ, вот, ваш ингушский, скорее всего, я поверю, вот это, даже я не знаю, какой населенный пункт можно к вам отнести. Честно слово, во всей Ингушетии нет, потому что Галашки, вот это все верхнее, вот это Карабулак, Малгобек, это чеченские земли, это Малая Чечня. И это состав Чеченской автономной области, вот это. А к какому населенному пункту Ингушетия относится? Осетия, да, там вы говорите, это ангушт, это ваш. Пройдите. Вот такой мутный типы, вот эти подкасты, там их плодятся они в ITV, Чаборс ТВ, я не знаю, плодятся, вот нам это маленький, какой-то вот взрыв у них вот этот. Вот сейчас они все под прессу вот начали подкасты делать. Вот странно, странно. И самое главное, пропаганда, чистая пропаганда ингушского. Вот это. Там нет ничего, чистая ингушская пропаганда. Хорошо, что их не так много смотрят, но все равно вот это по чуть-чуть промывают в мозги своим подрастающим поколением. И теперешняя ингушская молодежь, я не знаю. Поэтому они так очень относятся к нам. Вот этот какой-то пассажир тоже у меня. Я 23 раза он комментировал ролики, негативно это комментировать. Что там только он там, они говорит, творится в творе. Вот есть такие люди. И я буду восхвалять ингушей? Нет. Не буду, у них нет никаких заслуг, и никогда их не было. Вот какая-то девушка, Наталья, да, какой-то ландшафтный дизайнер, какой-то вот это, она ролик сняла про город Грозный, 30 лет после войны она возвратилась, в 95 году она уехала под бомбежками, мать ранил снайпер. Ну, такая история, еле выбралась из Грозного, и вот она после 30 лет обратно в 2005 году, в 2025 году возвратилась обратно. И вот она восхищение про Чечню, но так как она ландшафтный дизайн, там цветы, вот это, так получается, что очень красиво. И каждый куст розы, она вот очень такой трогательный ролик, она плакала, и вот она именно подчеркнула, что она возвратилась на свою родину, вот родину. И вот я специально зашел туда, думаю, сейчас обязательно какой-то ингуш там появится. И пролистал, и появился. И вот как кто-то там, я не знаю, пишет, вот, а вы в Ингушетии были, там говорят очень красиво. И эта девушка отвечает. Я, говорит, не приехал в Ингушетию, я приехал на свою родину. Я хочу, поэтому я в Грозном только, это моя родина. Она не говорит чеченский, она говорит город Грозный. И говорит, я приехал в Грозный, и я, говорит, была на могилах своих родных. Это так, вот, молодец девушка, хотя и русская, но говорит родина. Для многих русских она является родиной. Вот для ингушей, подонка, предателей, сексоту, вот она, вот они не знаю, вот родина для них это Осетия, вот их родина Осетия. Как они хотят к ним обратно прийти, как они хотят с ними дружбу вводить. Ни одно слово, вот я смотрю, за эти последние, вот, 2018 год, ни одно слово против Осетии. Все чика-бело. И вот задумали какую-то вот это, все чеченцы. Я не знаю, чеченцы, они чеченцы. Может, они виноваты, что вы малочисленны. Мы же не виноваты, что у вас нет истории. Мы же не виноваты, что ваши предки они создали эту историю. Вы сейчас сидите вот на таких студиях и других, вот сочиняете для себя историю.
Вы придумываете историю, вы не ищете правду, вы ищете, вот придумывает. Вы вот это сидите, я пришел, встретил, говорит, я пришел сделать историю. А ты историк, кто ты? Ты писатель, ты, это, не знаю, этнограф, ты же никто, непонятно, шабашка, наши родители раньше, так шабашки. Ты тоже поехал в Испанию, пошабашничал, приехал обратно, амбициозными планами. Хорошо, что Вашингтон 3 на 4 квадратных километра. Я даже страшно представить мне, что было бы, если вы были бы немножко побольше. Вы бы вообще, вы бы вообще, вот такого народа, вот это я не знаю. Я не знаю, вы любители стран себе, ой, мы палестинцы, Кавказ, да, Палестина. А вы знаете историю Палестины? Сперва я какой-то серьезный там парень, муж говорит мне, что они, как палестинцы, у них все земли отнимают. Я говорю, а кто у вас отнимает земли? Говорит, Северная Осетия отняли, а потом Чеченская республика отняла у нас. А я говорю, а Осетия вы, я говорю, а у вас есть документ, что эта земля это именно ваша? Да, у нас и там был административный центр. Хорошо, вы это прошли. Понятно, ничего у вас нет. А та, которую вы говорите, Чечня, а там есть какая-то вот... Я в 2009 году, ну, эта песня, понятно, хорошо, я говорю, вот это. А давай перейдем к палестинцам. Я говорю, а вы в курсе, как создавалось государство Палестины? Я говорю, да, это Израиль, их лишила земля, вот это, то. Хорошо, я говорю, давай, слушай меня внимательно, я тебе расскажу историю Палестины. В 1948 году, когда закончилась Вторая мировая война, все лидеры мира, президенты всех стран, короли, все, вот кто, все главы государств, имеется в виду главы султаны, эмиры, все приехали в город Нью-Йорк, в Организацию Объединенных Наций, и решили создать два государства, государство Израиль и палестинское государство. И разделили бывшую британскую, вот это разделили на два государства. В реакции мусульманских стран, арабских стран был такой, они выгнали со всех своих стран этих евреев, евреев жил очень много других стран. Они захватили их квартиры, их дома, все, без ничего, просто вышвырнули из своих стран, со всех стран этих евреев. Они приехали, Израилем говорит, это вы наши граждане, мы вам построим, ничего страшного. Мы вам построим дома, квартиры, и их построят дома, квартиры. Палестина, и они состоят как государство. Что сделали мусульманские страны, чтобы сделать Палестину? Наоборот, Египет захватил сектор Газа, Сирия и Иордания захватили Голландские высокие, Иордания захватила вот этот западный берег реки Иордан, а Сирия, вот часть голландских высот, ну, тоже кусочек захватил. Вместо того, чтобы создать палестинское государство, это арабские страны захватили это Палестину и разделили между собой. До 1948 года палестинцы стали беженцами официально по уставу Организации Объединенных Наций, они стали беженцами. С тех пор прошло 81 лет. До сих пор они в 6-7 поколении беженцы, палестинцы. У них есть государство, Западный берег и сектор Газа. Но они, я не знаю, вот у них есть, вот они состоялись. Вот которые ни одна арабская страна, их беженцев, они приняла и никому не дала паспорта. Вот единственная страна, которая это представила, это была
королевство Иордания, но она это сделала большую ошибку, потому что сейчас 80% населения Иордании это бывшие палестинские беженцы, они убили их короля, сейчас хотят свергнуть вот эту анархию. В единственных правах только Иордания, а в остальных никто их не признает, никто о них не заботится. Это же лицемерие. 80 лет у них есть земля, у них есть города, у них есть это как ингуши. Вот потом я подумал, какое это право на сходство, представляешь? Как ингуши, государство есть, нет, вот это восточный Иерусалим это наш, как это говорят ингуши, правобережный Владикавказ наш, говорят ингуши, то же самое. Восточный Иерусалим это наш, это то. И никак, вот почти 100 лет будет скоро, и никак они не могут устоять. Лицемеры, фальшивые, вот деньги, вот с 1948 года, эти деньги из арабских стран, не арабские, арабки им фигу показывают. Ничего им не платят, ни одной копейки вот это. И из западных стран, с Европы, с Америки, с Организации Объединенных Наций, миллиарды долларов в год себе вот тунеядцы сидят 4, 5, 6, не знаю, как там, Леону в секторе Газа почти 2, примерно 4-5 миллионов. Вот тунеядцы сидят, мы беженцы, уже 100 лет прошло, беженцы это первый день, первый месяц, первый год. Но он не может такое быть, твое 6-е поколение, 7-е поколение этих палестинцев, беженцев. Как это понять? Ты уже дома построил, ты живешь в квартирах, ты давно не беженец, ты или сирийец, ты иорданец, или египтянин ты. Ну нет, я палестинский беженец, наша страна оккупирована. И вот это лицемерие, вот этих ингушей, как это, я-то сперва думаю, странное сравнение, потом думаю, как это он правильно подметил. Кошмар. То же самое, постоянно эти ингуши, это жертва, постоянно все у него отнимают, хотя она за последние 100 лет прибавила там почти 60-70%, 80%. Это все, наоборот, прибавляет, и еще она жертва, его все отнимает. Какое-то правильное сравнение, оказывается. Вот такие вот, как эти палестинцы, цыгане. Вот постоянно клянчите, постоянно ноете, плачете, постоянно вы жертвы, всех вас дискриминуют. Вот я не знаю, что с вами. Вас, я не знаю, под микроскопом там разглядывают. Я понимаю, какой-то великий, вот курд, вот это действительно дискриминация. 40 миллионов, если нет своих государств. У вас Республика Ингушетия, у вас есть свое государство, есть своя конституция, есть никакой глава государства, парламент, я не знаю, конституционный суд, провинции, районы, области, города, все ваше ингушское, никто вам не лезет, никто вас не домогается, никому они не нужны. Но нет, мы вот сидите по этим разным вот этим Чаборс, войнах, вот Магаз ТВ, вот сидите и плачете, ноете днем и ночью. Я не знаю, когда это вообще, это же психоз какой-то у вас. Это нормальное состояние, дорогие мои, куда вы стремитесь? Это, точно это палестинцы, мы палестинцы Кавказ. Вот это очень такое подмеченное, правильное сравнение, да, палестинцы такие, как палестинцы, вруны, обманщики. Вот в 2004 было, или, по-моему, октябре 2003 года был, я не знаю, когда это было. И вот они, вот эта Палестина, сектор Газа напала на это Израиль, убила 1300 вот этих израильских мирных жителей, детей, резала голову, все вот это, они накрошили там израильтяне, страшно, представляете? Нет войны объявленной, и
тысячи жертв. Это катастрофа. На музыкальном фестивале, там их всех там резали, расстреливали. Вот молодежь причем пришли себе на музыкальный фестиваль, их там все. И вместо того, чтобы их осудить, вот это, они хитрые, вот они стали жертвами, ой, нас Израиль там убивает наших детей, это они оккупировали, вот это то же самое, что вы. Постоянная жертва, постоянно, бедный, несчастный. Когда не было войны, когда было все окей, вы расцветали в течение мужчин, нет, нас насильно туда, вот это, да, насильно. Вы сами захотели. Сперва вы гадили там, погадили в Владикавказе, Северной Осетии, вас выкинули, и вы хитро пришли к нам. И что у вас там не порядок, я не знаю. Конечно, если такие люди, как вот этот пассажир Султиго, как это понятно, чья принцесса Чебилка Танзилка, и вот этот Русик Зуртанов, вот вы, конечно, будете жертвом всегда. С вами никто не воюет, вы мирно живете в своей этой имуществе, расцветаете, клянчите эти деньги у Москвы, этих богатых бизнесменов, меценатов, еще не стыдно, и не вот жертвам, бедные вы, несчастные. Позор. В наших традициях, наших обычаях, это самые низкие чувства. Самые отвратительные вот вещи вы взяли себе оружие, этим гордитесь. И я-то вас знаю хорошо, прекрасно знаю, кто вы такие. Я вас очень хорошо знаю. И странно, очень такое чувство странное. Вот я сейчас очень много вещей в голове, я не хочу даже об этом говорить, потому что какая мерзость. С вами, мужчинами, я сталкиваюсь, я себя чувствую, не знаю, о непорядке. Я потом просыпаюсь, как ужасно в сне, там, не знаю, пот меня бьет. Вот сейчас завтра я встану, мне надо утром работать смену, и я поту буду, вот после вот этого, вот это с вами разговора на эту тему, потому что это очень такой нехорошие вещи вы творите. Я не могу, как чеченец, все это говорить, все это рассказывать. Вот вы, да, даже то, что нет, вы придумываете. А есть люди, которые рядышком, они не могут. Вот у меня очень много вещей, которые я могу говорить, рассказывать. А вот это Хамзат Эко, пианист из Франции. Первый урок он поместил я, он родился в Чечне-Ингушетии. Ну, там, понятно, в Москве, где он не родился заранее, он родился в Грозном, по-моему, родился. И вот это он поместил роль, что он чеченец, пианист во Франции, 8 миллионов, 9 миллионов почти роль там набрал. Все эти ингуши, нет, это не чеченцы, это ингуш. Вот так все вот так массово. Так. И он этот ролик убрал, поставил другой ролик, большими буквами ингуш написал. До чего вы противные люди? До чего вы даже, понимаете, вы в этом Назране раньше жили, вы жили в Грозном, у нас в Чечне, и в Осетии вы жили. Там жить не хотели, потому что это Назран был колхоз в 60-х годах, в конце 60-х годов стал городом, и то там непонятно какой. И вот такой вот это, как вы трусливы все мужчины, вот это вот я тоже не пойму. Вот. Кошмар. Вот этой русской девушки. Хотя, знаешь, сказать, моя родина, вот это сказать, хоть одному ингушу, который десятки тысяч вы там родились, десятки тысяч вы там родились. Там, я не знаю, половина ваших ингушетий это жители города Грозного. Потом
по поколению, по поколению, поколению. И вы не один, они что, боитесь, трясетесь там. Вам грош цена, вам зержова, грош. За полтинки я бы, за 100 хороших ингушей я заплатил бы за одного плохого чеченца. Вот у вас ваша цена вот эта. 100 самых хороших ингушей за одного самого плохого чеченца. Вот он будет выше вас, он будет достойнее вас, он будет мужественнее вас, он будет отважнее вас. Вот один, самый плохой чеченец, вот взять вас самых драгоценных, самых хороших вещей, вот цена вот этого одного чеченца выше, чем всех вас вместе взять. Это я не с потолка беру, я не, это и ночные мои фантазии, это реальность с ингушами, которые, хорошо, что мы чеченцы, и мы знаем наш чеченский язык, который вы там диалектом говорите, мы вас, все, что вы говорите, знаем. Вот, сегодня не получится, конечно. Персона, даже вот этот Артем Платов, у меня сильно было чувство, чем вот этот отрицательный герой, даже не хочется говорить ни о чем. Это не значит, если относиться к кому-то добром, что ты обмен получишь добро. Это не так, но нельзя вот так подло, вот так предавать свою родину, где вы родились, где вы жили. Вы же ингуши, неплохо там жили. Вот нам, чеченцам, мы как в Грозно и ездили, а вы там жили, учились, ходили. Вот этот мужчина, он живой, хорошо. Честно, я в Грозном, хорошо, чтобы их там во всей Чечне последний перепись населения был в одном горном Единском районе 800 людей другой национальности, кроме чеченцев. Представляете, ингуши во всей Чеченской республике по последней переписи населения 800 человек. 800 человек на всю Чеченскую республику. У нас в горном Веденском районе Чеченской республики 800 вот это батальон Юг, вот это всякие воинские части там, конечно, вот 800. А они все ингуши, братский народ, который вместе жили, вот их даже 800 нет у нас. Вот как они не любят. Только единицы имеют мужество. Приехали, живут и правильно делают. У них бизнеса в Грозном неплохо живут, конечно. А попробуем мы, чеченцы, название бизнес открыли. Дискриминировали страшно. Хуже это русских. Москва показался бы хуже. Вот это эдахи, как они дискриминируют эти чеченцы. Это чеченцы, кто не в курсе, это чеченский анклав Ингушетии. Вот это Седах, это чеченский район. Там большинство проживает чеченцев. И вот она мечеть открыла, и я смотрю, что они пишут. Да, вместо того, чтобы братья чеченцы, вот даже бывает в Дагестане, аухи какое-то мероприятие, на это чеченцы, дагестанцы пишут, братья чеченцы, братья, хлопцы, вот так такое. И вот ангуши, галайте, что галайте? А что, на английском эти люди говорят? Нет, они говорят вот это разговение, когда мечеть открыли, там устроили праздник, сидят на этих столах, а по-чеченски говорят.
они же по-ингушски не говорят, а вот эти ингуши комментаторы, все вот, Ягы, вот, а их дискриминируют чеченцев, ингушетии дискриминируют страшно. Вот это всегда бывший глава отдал земли для, представляете, для кладбища. Этот новый глава их отнял у них и своим ингушам раздает. Чеченские земли, ну они потом получат. Они думают, пройдет их, но не пройдет. Если Чечни не было бы, она бы исчезла, она бы разрушилась бы, и не было вот это, понятно, вы смогли бы добиться своего. Но так как Чечня там стоит, их родина, их земля, их братья там стоят, это вам, они по зубам, дорогие ингуши. Это вам кажется, они просто спокойны, чтобы вот сидят, а потом получат свою проблему. Вот очнете, вот одна мелкая вещь станет триггером вот это вашей проблемы, мужчин. Вот вы начнете сейчас дискриминируете чеченцев по всей вот республике Ингушетии. Вот и вы им они дают не воздуха, не вот это все, вот всем своим ингушам отдают. Вот их земли, все отдают, как дагестанцы в Хольском районе, вот это, тоже своим дагестанцам земли все отдают. Вот точно так же вы. От них далеко не ушли, но вы забыли, что это не ваши земли. А сейчас она административно входит в состав вас, как вы входили, как когда-то административный город Владикавказ. Но это не ваш, это административно входит в состав вас. Вот они захотят и обратятся к своим братьям. Тогда Джохар Дудаев, они в 91 году митинг устраивал страшный. В Грозном у них митинг был бессрочный. И почему-то наши, они же Сырноводск сохранили, могли бы сохранить и Карабулак, и Дахат, и Малгобек можно было отдать, а Седат Карабулак можно было сохранить. Но почему-то Джохар Дудаев пожалел бедных ингушей, бедных несчастных ингушей пожалели. Вот результат теперь дискриминирует чеченцев. Они не где-то в России, не в Москве, не в Петербурге, а в Ингушетии, в братской стране. А попробуем мы бы у вас что-то там сделали. Там они бы панику строили, вот это все побегали по этим площадям, а чеченцам очень. Но это придет свое, это все записывается, люди там живут, они просто временно. Вот это, потом вы получите свое. Но такое чувство вы получите, потому что ваш результат вашей деятельности в Осетии уже известен, 92 год был. Сейчас тоже. Они не понимают, вот они сейчас хотят это всегда, хватит все ингушским. А и так там ингушские, все население Северной Осетии, которые приехало, вот это беженцы Северной Осетии, именно там поселились. Ну, такое странные у вас дела. Честное слово, мне даже я бы всех чеченцев бы Ингушетии, вот они, вот у нас жило очень много, 30% нашего населения было русскоязычные, ингуши, других национальностей. Так как было две чеченские войны, и, естественно, убыл не чеченского населения. А вот Ингушетии, там ничего не было, никаких войн, ничего, вот у них тоже. Вот русские уезжают, и чеченцы. Вот они ошибаются, они думают, что вот это они теряют свой дорогой генофонд, теряют, потом
и осуществится их мечта, там ингуши это полностью. Вот у нас в Чечне полностью чеченцы живут, а у них не получается, потому что они прихватили очень много чеченских земель, и там проживает чеченское население. Они большинство, а меньшинстве. Они проживают, как Татарстан, в меньшинстве находится русское население, ну, извини, пожалуйста. Конечно, таких процентов 30-40 нет у нас, но там 10% есть. От населения Ингушетии это очень большой процент, даже больше, чем русских. И как бы вам не хотелось, товарищ Ингуши, как вы не извращались, ваша хотелка не будет. Хотите? У вас есть большой план Великой Ингушетии. Без чеченцев, без русских, без других народов, только одни ингуши. Все это земли себе присвоите. Все вот это. И думаете, вам будет благословение, вам будет счастье. Нет, дорогие мои. Потом будет между собой грестись. Хорошо, что есть история. Хорошо, что есть учебники истории. Даже эти карты, которые вы любите всегда показывать. Галштинцы, назрановцы, даже вот это карабулаки, даже это джерахцы и галгай. Вот я 5 вот этих обществ. У вас вот это, и она у вас будет трещать почва. Азранцы это они галгайцы. Галгай какой-то, вот это у вас отдельно. Все идет отдельно. По этим картам у вас нет вот это. Вы хотите представить, у чеченцев такой, нет, это у вас такое. Раньше вы гордились Грозном, вы же там чеченцы общаются, говорите, почему у вас есть тейпы, у нас нет тейпа, у нас вас нет. А потом сейчас вдруг поняли, что если у вас нет тейпа, вы никто, они род искусственно вот эти тейпы создали, это раньше были фамилии, роды, вот из рода вы сделали тейпы. И поэтому я понимаю, что этот совет тейпа, это вообще бордель. Таких борделей у нас, знаете, в Европе сколько. Они никому, они отказывают, всем мужикам там. Вот бордель у нас вот точно такой же бордель, поэтому это совет тейп, потому что у вас нет, как у чеченцев, вот этого, что такое тейп, тукум, вот это род, у вас нет это. Вот вы спешите, я не знаю, куда вы спешите. История же сдавалась тысячелетиями, а вы хотите за 1, 2, 3 года, 10 лет создать себе такую историю. Не знаю я, да, как вам. Вот убедился в одном, честно убедился в одном. Вот предательство у вас в крови, вот это, да. Лицемерие, да, у вас в крови. И вот это, не поймешь вас, кто вы такие. Хорошо, что вы отдельный народ имущий. Раньше я почему-то думал, что у меня была мечта создать Чечению, это обратно. Вот как я понимаю, как я ошибался. Вставлять их обратно, то туда сунут. Они такие, боже, такие наглые. И вот они бы, вот бед от них, они отвязаться. Вот с русскими осетинами как-то мирно, потому что они сразу, а вот с чеченцами они думают, что они могут все. Я знаю многих наших братьев, которые искренне их любят. Я тоже их люблю, ну, по-своему. Сейчас по-своему люблю. Прилично, да. Вот я из встречи приличного ингуша, я с ним поздороваюсь, привет, здравствуй, как? Все спрошу о здоровье родителей. Это в наших обычаях и традициях. Но вот этих
крохобора, вот этих проституток, наркоманов, я не признаю, и признавать они собираются. Я не говорю, что все мужчины плохие. Как в каждом народе, как в каждом нации есть хорошие и плохие. Но вот это, не знаю, я понимаю, украинцы, белорусы, вот бывает у них, а род вот такой, у нас Кавказ так же не принят. Ты что, если человек не прав, какой-то голос должен быть? Отрезвляющий голос нет, все притихли, все промолчали. Да, какие-то 2-3 проститутки, наркоманы там едят, и вот они придумывают всякие вот эти херню, и вот они все пляшут. Вот этот Руслан Пузуртан, Советы Тэп, фалсы говорит, о члене, о мужском члене говорит. Где это видно, где это слыхано в кавказских? Это вообще умереть вообще, это я не пойму. Я извиняюсь, девушки и женщины, вы будете это видеть. Вот это, как это понять? Вот человек сидит на совете ТЭПу, об этом говорит. Вот это как? Это нормально? Ненормально. Поэтому, как я сейчас надеюсь, все это закончит и попей. Это Зуртанов остался у меня, Сержни Салтыкова, как это называется? Или они однофамильцы, вот этот глава типа. Несколько видео еще должен снять, и все. Эпопея с мужчинами. Я надеюсь, закончится этому году. Я же писать, у меня десятка рассказов, которые я должен закончить. У меня работа по горлу. И с вами дискутировать, с вами спорить. Какие-то чмо, какие-то гондоны мне пишут, всякие гадости. Я извиняюсь за слово гондон, но вот их никак. Самое лучшее слово. Вот самое-самое слово. И вы на мой уровень никогда не взойдете. Вот. Вам жить, как я живу, в таком месте, каких вот это, иметь такие деньги, которые я имею, вот вам вот никогда в своей жизни не добиться, не мечтайте даже, понимаете, не мечтайте. Вы меня не оскорбляете, если вы думаете эти словами, вы меня оскорбляете, я плачу там угол, нет, пофиг, знаете, таких я в своей жизни видел и русских, и ингушских, и чеченских, много видел, так что вот интересно, вот интересные вещи я узнал. Будем дальше работать на этом плане. Будем еще раскрывать все эти вещи. Слова нет, даже слова нет. Я обычно такой человек, говорливый, но слов, вот у меня мой багаж это слово закончился. Нет, вот я на вас буду накидывать, я буду эмоциональные речи вести. Ничего с вами святого нет. Какие мы разные люди. Вот это кто-то там, товарищ Путин, Путин сказал, что в войнах это братья, это ингуш. Товарищ Путин, мы очень разные. Да, мы очень разные, очень. Чего с вами, наши подметки чеченцев, они не годятся. Скорее всего, вот как самое-самое плохое, что есть, вот это вы в своем лице. Мы чеченцы, они такие, мы благородные, мы мужественные, мы гордые люди. Вот у вас все вот так. У вас все по-ингушски. Да, мы очень рады. Я раньше этого не знал по своей глупости, по молодости. Теперь я знаю, кто вы такие. Теперь мы знаем. Ингушетия, Ингушетия. 30 лет живет и никак не может
остается как государство, имеется в виду, вот не надо бегать, вот приставать к соседям, живите себе, строить свои эти мечети, я не знаю, школы, там, детские садики. Ну, пусть у вас будет 100 этих подкастов, 1000 подкастов на каждого жителя, пусть по одному подкасту. Вот. Я не против. Вы вот, но не надо придумать того, что нет. Вот какой-то необычный. Вот когда посторонний человек будет слушать, подумает, если не курсе кто такие ингуши, ой, какой народ, ой, вау, вау, вау. А там что? Псков, князи там были, Новгороды, князи были, и то они молчат. Там даже в России не было, даже в Москве, когда Новгородские князи, Псковские князи. А у вас что? Я вот не понял. Вот вам только 30 лет. Что у вас за великая история, я так и не понял. Я очень много читал, в свое время очень интересовался историей, географией. Я очень много читал книг, но вот не был там. Ни одно слово. Никогда я не увидел. Даже у меня мысль, вот, ингуши, если бы там чеченцы появлялись, даже дагестанцев там не было в своих этих учебниках. Вот чеченцы, да, были. И вот ни разу я не видел, что где-то там учебники про ингушей что-то было. Это советская школа, конечно. Если я знал, что вы такие великие, я бы с уважением, с почтением относился бы. При каждом ингуше я бы поклон делал бы, как королю же, особый народ. Как вам? Без вас никак, дорогие мои братья. В кавычках. Такие братья врагу не пожелаешь. Лучше, я не знаю. Ой, странно. Я вообще морально измотан с этими эпопеями с ингушами. Морально. У меня вот нет сил, нет вот это. Я не знаю, что с вами делать. Дорогие товарищи ингуши, живите своей жизнью. Не нужно хватать луны с неба. Вот довольствуйтесь тем, что у вас есть. У вас есть братья чеченцы. Вот вам истории не надо вот, сказочки придумывать. У вас вот за счет чеченцев у вас есть история. Вот зачем вы лезете туда, куда вам не надо? И зачем вы крадете то, что вам они причитают? Вот эти я не пойму. Но это от наглости, наверное, от борзости, борзые ингуши. Давайте. Очень сложные ролики, очень сложные. Я не знаю. Вот выдохся я, товарищи. WhatsApp сделал, думаю, кто-то позвонит, ингуш. Так-то я получаю, кто-то звонит с Голландии, с многих стран, но я не беру телефон. Это не потому, что ингуши звонят, а потому что у меня принцип такой. Я никогда не беру телефон. Он так устроен, чтобы посторонний человек звонит, я не слышу. И правильно. И просто поговорить. Вот человек задал 10 вопросов, я хотел бы ответить на эти 10 ингушских вопросов, которые они отдались бы. Потому что я же в своем праве, как чеченец, и думает о своем. Ингуш, скорее всего, тоже в своем праве, как ингуш думает о своем. Но, да, дискуссия, она должна быть, скорее всего. Так что, Рамзан Султыков, строитель наш, ты приехал в Ингушетию не историю делать, ты никто. Ты приехал в Ингушетию
коровники там лепить и потом это давать за великие Ингушские башни. Понятно. Речь о нечести, не о порядочной, а не о достоинстве. Когда идет разговор об ингушах, это другое. Это у них совсем. У них Бог, Ингушетия и лицемерие. Вот три вот этих главных постулата Ингушетии. Пока с вами был одинокий Джейсон из Западной Европы. У нас жара страшная. У нас, да, и когда тепло, конечно, интересно выходить на улицу. Толпы людей гуляют на улице. Интересно. Мне очень нравится жара, так как я южный человек. Мне нравится тепло, жара. Но иногда бывает в квартире. Вот у меня вся квартира стеклянная. Стекла очень жарко. Жарище страшно. Казалось бы, все хорошо. Жизнь удалась. Есть место, где жить. Есть место, где работать. Живешь в таком красивом месте. И вот бывают достатки, а не в лишениях. И вот это чувство справедливости, как это сложная вещь. Я так думаю, хоть ни одного ингуша я, наверное, они убежу в своей правоте, наоборот, они любители оскорблять. Девушки, конечно, они оскорбляют. Вот Марьям Скорчаева там. Крылья по-черному, я-то парень, мне это пофиг, что они говорят. В этот наглость людей, вот человек знает, что я могу в любой момент этот его комментарий убрать, но он сидит там, пишет уже 28-30 комментариев, Гальц написал, и продолжает это писать. Вот это я не пойму. Вот этот человек, вот ингуша, это невозможно понять, парень. Вот как? Вот какая должна быть наглость. Даже я могу вот под этот Чабор ТВ писать, но это унижение. Я никогда бы туда ни одного, ни в одном ингушском паблике я не написал комментарий. Вот они приходят ко мне и пишут гадости. Какая должна быть сверхнаглость. Ой. Потом я называю вас тварями. Это тех, которые это пишут, имеется в виду. Это тех, кто вот это гадость, я порядочных ингушей. Они имеют в виду, и я именно это благо тех, кто они порядки. Вот такие дела. Давайте это воскресный день заканчивается, у нас уже вечер. Сейчас я пойду по своим делам, пока. С вами был одинокий Джейсон.